В одной из предыдущих программ я позволил себе покритиковать некоторых наших соплеменников, в частности Айсина и Мурзагулова, которые уехали за рубеж и не могут вести себя там достойно. Теперь зарабатывают на жизнь тем, что всячески поносят свою страну, участвуя в различных грязных информационных кампаниях. И что тут началось? Как только меня не обозвали в интернете. С одной стороны, это, конечно, хорошо. Значит, мои слова дошли куда надо и до кого надо, и вызвали бурную реакцию. С другой стороны, обидно. Матом, конечно, в эфире мы не можем позволить себе ругаться. Но вот меня назвали, как бы это выразиться помягче, скажем, редиской. Нет, запикаем. Назвали тра-та-та арасом на службе русского мира. То есть я, по мнению некоторых ипташляр, апологет русского национализма. Хоть стой, хоть падай. И представьте, именно в это время в одной из московских националистических газет вышла статья в защиту моего старого друга, в кавычках местного националиста Михаила Щеглова, где меня уже назвали конченным татарским националистом. Простите, мне сразу вспомнилась известная сцена из фильма «Чапаев». Давайте вспомним. Карусель, я говорю, получается. Белые пришли, грабят, красные пришли, тоже, понимаешь, грабить начали. Ну, куда и крестьянину податься? И действительно, татарские националисты обзывают, русские националисты обижают. Ну, куда деваться? С другой стороны, если бьют с двух сторон, с двух крайних позиций, значит, находишься в центре. А крайности, как известно, имеют привычку смыкаться. Значит, мы все делаем правильно. И нужно продолжать, несмотря на лай и грязь. Пусть она будет на совести тех, кто ее бросает. Есть замечательный афоризм Конфуция. Если тебе плюют в спину, не расстраивайся. Значит, ты идешь впереди. Как говорится, алга и только алга. В этой связи я хотел бы вспомнить свое выступление 3-летней давности. Оно было посвящено открытию первых полилингвальных школ в Татарстане и важности изучения татарского языка в учебных заведениях республики. Давайте вспомним. Создание полилингвальных школ – это стратегический проект не только для Татарстана, но и для всей России, который в условиях очень жесткого противостояния с рядом западных стран последовательно выступает за строительство нового многополярного мира, выстраивая свои отношения и со странами Юго-Восточной Азии, и с Ближним Востоком, и с Латинской Америкой, и с той же Турцией. Возрождение великого шелкового пути, о котором говорили на этой неделе лидер Китая и президент России Владимир Путин, это, если хотите, зеркальный ответ попыткам установить во всем мире одностороннее движение американского образца, где все идут туда, куда указывает американский полицейский. Вы спросите, а при чем здесь глобальные мировые проблемы и наши местные полилингвальные школы? Объясню. Именно выпускникам таких школ предстоит создавать и защищать новый миропорядок, строить новые дороги и мосты многополярного мира, новые объединения стран и народов на базе равноправия и учета взаимных интересов. Татарстан, как часть огромного исламского мира, играет здесь особую роль. Поэтому, повторим 100-й раз, знание нескольких языков, в том числе знание татарского языка и татарской культуры, это возможность глубокого понимания духовных основ исламского мира и возможность успешной коммуникации со странами этого мира. Это, если хотите, часть строительства нового миропорядка. Вот так мы говорили 3 года назад. Страшно вспомнить, что началось после выхода этой программы. Заявление в прокуратуру, следком, гневные посты от широко известных в узких кругах националистических родительских групп, которые всячески противодействовали изучению второго государственного языка в школах. Многие крутили палец у виска и громко возмущались, мол, Аминов предрекает какой-то там новый порядок, в котором нужен будет татарский язык. Что он себе позволяет? Нашим детям не нужен этот язык. Было написано в многочисленных письмах и доносах. И так далее, и тому подобное. Вежливые оперативники с острыми как нож глазами снимали у меня показания и настойчиво интересовались, какой новый порядок я имел в виду. И вот новый миропорядок, о котором я говорил, наступает. Гораздо более жесткий, чем я даже себе представлял. Западные страны решили отменить нашу страну, нашу культуру, отменить весь российский народ. Они, наивные, решили нас полностью изолировать. Президент России Владимир Путин заявил, что старого миропорядка больше не будет. Будет новый.
Россия разворачивается на восток. Зададим вопрос. Какие страны не ввели жесткие санкции против России? Правильный ответ. В основном мусульманские страны. Вопрос второй. Где теперь наши главные ворота в мир? По большей части сегодня это Турция и Казахстан. И, наконец, завершающий вопрос. А на каких языках говорят в этих странах? Правильно, на тюркских. Казахов татары понимают без переводчика. Турецкий через 3 дня интенсивного общения. И еще одна цифра из газеты «Коммерсант». В 2022 году Казахстан посетили 1 миллион 660 тысяч граждан Российской Федерации. Очень много дел там у нас появилось. А после начала частичной мобилизации тем более. И теперь я хочу спросить у всех людей, которые так громко кричали, что второй государственный язык в Татарстане всем детям изучать не нужно. Теперь-то, я надеюсь, вы понимаете, что мир изменился навсегда, что татарский язык и в Казахстане, и в Турции, и в Узбекистане, ой, как может пригодиться нашим детям и для общения, и для бизнеса, и просто для выживания. И я даже не берусь прогнозировать, как долго продлится эта ситуация. Боюсь, что надолго. При этом, поверьте, я не испытываю никакого злорадства по поводу того, что был прав 3 года назад. Скорее, мне грустно, сколько времени потеряно, сколько сил потрачено на борьбу с татарским языком, который сегодня становится важным окном в мир. Впрочем, сейчас не до старых счетов. Нам всем нужна консолидация в это трудное время.